если ценности наши, если ля иляха илля, все, что мы хотим донести людям, претендуя на мировой масштаб, а ислам претендует на мировой масштаб, то мы должны обладать этими средствами логистики, донесения этих ценностей людям. Если же мы говорим про контекст противостояния, борьбы с неверием и несправедливостью, борьбы на пути Аллаха, ядерная боеголовка, она ни о чем, если нету чего, если нету ракеты, которая донесет это. Вот те, которые уверовали, как говорит Аллах, в Коране, бойтесь Аллаха надлежащим образом и не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. А после. Дорогие братья, в людях есть два качества, присущие эти два качества. Мягкость и жесткость. Оба эти два качества, они в принципе, как и все сущее, наверное, в этом свете, созданы, да, или установлены Всевышним, и имеют свое предназначение, и имеют свое место. Сегодня же я хотел бы поговорить именно об одном, а возможно даже и об двух качествах одновременно, потому что все познается в сравнении. Но сделав акцент на таком качестве, такой особенности, которая должна быть присуща мусульманину, а именно мягкости. Почему? Ответ прост. Люди, в принципе, в общем, да, а особенно наши люди, то есть мусульмане, или, как принято говорить, люди восточной внешности, то есть горячие парни. То есть мы все с вами, в том числе и я, мы ассоциируем, то есть силу, мужское достоинство с чем? С жесткостью. У нас такие ассоциации выстроены. Мы так это понимаем, так это осознаем на даже, возможно, каком-то ментальном, подсознательном уровне. То есть, если мужик, типа, если, извините за сленг, крутой, то обязательно должен быть что? Жесткий. Но так ли это? Так ли должно быть это, если мы говорим про мусульманина? Правильно ли эта оценка, вот ту, которую я сейчас озвучил, с точки зрения исламских координат ценностей? Верно ли это? Чтобы ответить на этот вопрос и смежные вопросы, естественно, надо к чему обратиться? К сире посланника Аллаха. Почему? Потому что «Лакад кяна лякум фи расулилля усва хасан». Был вам пример прекрасный для подражания в жизни посланника Аллаха, в посланнике Аллаха. Что сказал посланник Аллаха? «Лейса шадиду буссара». Не силен тот, кто силен в единоборстве, а силен тот, кто может сдержать себя в гневе. Что такое мягкость в принципе? Вот что такое, как правильно понимать? Потому что многие могут сказать, человек он вроде бы как мягкий, на самом деле он слабак, да? И может быть такая оценка в отношении конкретного человека в конкретном месте при конкретных обстоятельствах будет правильная. Поэтому очень важно понимать глубину этого всего дела. Глубину этого качества. С чего она начинается? Мягкость начинается с сердца. Порой мы сейчас говорим как раз таки именно про соблюдающих мусульман. И все мои проповеди, хутбы, обращения, особенно пятничные, они ориентированы на соблюдающих мусульман, поскольку я считаю, что так или иначе те, кто приходит на пятницу, они соблюдают. Порой в водовороте жизни наши сердца черствеют. Обратите внимание на следующий аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алам я'ни лилладзина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах ва ма назаля минал хак ва ла якуну калладзина утул китаба» и так далее. Разве не пришло время
для того, чтобы сердца верующих смягчились, имеется в виду, при упоминании Аллаха и того, что они спосланы из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано, прежде чьи сердца почерствели, а тут как раз противопоставление идет Всевышним, да, по прошествии долгого времени, и многие из которых являются нечестивцами. Когда был ниспослан этот аят? Этот аят был ниспослан, по мнению Ибн Мас'уда, спустя 4 года после того, как они вошли в ислам. То есть речь идет о первом этапе, о мекканском периоде, о зарождении ислама, о противостоянии серьезнейшем между мусульманами и курайшитами, когда даже мусульманам не было разрешено отвечать физически. И Аллах делает это наставление сподвижником, пророком. Можете себе представить? Важно понимать контекст. Так что же говорить про нас, про современных мусульман, про современный мир, который погряз в аморали, в жесткости, черствости и так далее. Самое страшное, дорогие братья, что порой стать причиной этой черствости могут быть наши грехи. Что проявление черствости в нас на самом деле есть проявление гнева в отношении нас. Вот смотрите, что говорит по этому поводу известнейший праведный предшественник Малик ибн Динар, Табиун. Что он говорит? «Ма дуриба абдун би'укубатин а'заму мин касвати кальб». Нету более величайшего наказания, которому может быть подвержен раб Аллаха, нежели черствость сердца. «Ма гадиба Аллаху аля каумин илля наза ар-рахма мин кулуби». И как только Аллах гневится на какой-либо народ, он обязательно выдергивает, вырывает из их сердец милосердие. Порой, дорогие братья, жесткость может стать следствием комфорта, привычной жизни, комфорта, в котором мы оказываемся и так далее. Это приводит к чему? К тому, что человек расслабляется, постепенно становится, у него сердце черствеет, жестким становится. Примечательно, что именно так понял один из сподвижников, вот выше приведенный аят, который я привел. Им был Мухаммад ибн Кааб. Он сказал: «Кяна сахаба би Мекка мудждибин». Сахаба, когда жили в Мекке, они были подвержены потрясениям. Но после того, как они переселились в Медину, у них комфорт какой-то появился. Хотя их комфорт по сравнению с нашим, далеко, наверное, не комфорт. Да? И что он дальше говорит? «Фафатару амма кяну фи». И они расслабились. «Факасат кулубухум». Из-за этого начало у них, это его оценка, то есть одного из них оценка самим, тому поколению. Их сердца начали черстветь. «Фаваадахумуллах». И Аллах наставил их, имеется в виду выше приведенный нами аят. «Фаафаку». И они пробудились. Что же говорить о нас, дорогие братья, сегодня? Черствость и жесткость может быть следствием пустых разговоров. Мы сейчас разбираем, почему это может быть, почему оно может проявиться в нас. Пустой болтовни, громкого смеха, все это приводит к черствости. Опять же, как об этом говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и как об этом говорится в сообщениях, в частности, имам Малик, что нам говорит, что передает в своем сборнике. Он говорит, сообщение передается. Дошло от Исы, алейхиссалям, что он сказал своему народу: не говорите много, помимо поминания Аллаха. То есть основное, чем должен быть занят человек, так или иначе, оно должно быть связано с Аллахом, с поминанием Аллаха. Фатаксу кулюбукум, а иначе ваши сердца черствеют. Ведь поистине черствое сердце далеко от Аллаха, однако вы не знаете. И не смотрите на грехи людей, подобно тому, что вы господа, а смотрите на них, словно вы есть рабы. Фа иннама насу раджулян. Ведь поистине люди делятся на две категории. Муафа ва мубталя.
Тот, который находится в здравии, и тот, который испытывается. Фархаму ахляль баля. Будьте милостивым тем, кто проходит испытания. Уахмадуллах аля афия. И восхваляйте Аллаха за здравие. Или же, что сказал посланник Аллаха: «Иякум ва касрату дах». Остерегайтесь смеха, имеется в виду хохотания, громкого смеха, пустого смеха. Фа иннаху юмитул кальб. Ведь поистине он, этот смех, умерщвляет сердце. Ва ядхабу бинуриль вадж. И уводит свет лица. Хадис достоверный. Теперь, после того, как мы осознали основу мягкости, зачем она нужна, откуда она произрастает, поняли приблизительно плюс-минус причины того, к чему приводит черствость, правильно ли ассоциировать вопрос ее с униженностью? То есть мягкость воспринимать как униженное состояние, как слабое состояние человека, как проявление пацифизма или всепрощения и так далее. Опять же, чтобы понять, смотрим на примеры из жизни посланника Аллаха. Что сказал пророк? Однажды к пророку направляется человек. Этот человек был известен своей мерзостью, своими дурными качествами. Вот он был прям слыл этими всеми качествами. И Аиша, увидев это, не сдержалась. Сказала: вот такой-то, такой-то идет к тебе, о посланник Аллаха. Но несмотря на это, пророк саллаллаху алейхи ва саллям принял его, проявив мягкость. Это подчеркивается в сообщении. Или другой пример. Пример с иудеями, которых призывал пророк, с которыми пытался выстроить диалог посланника Аллаха. Это известный случай, Бухари, Муслим приводится, опять же, от Аиши. Заходят иудеи к пророку, евреи, и говорят: о Мухаммад, сам алейк, о Мухаммад, яд тебе. Ну, вроде бы как саляму алейк, но говорят сам алейк, проглатывают букву лям. Специально. Аиша присутствовала, слышала это все. Ее реакция. Она повысила голос, начала проклинать их и так далее. На что пророк сказал успокоиться ей. Она сказала: о пророк, ты разве не слышал, что они тебе желали? Он сказал: а ты разве не слышал, что я им ответил? Я сказал им алейк. И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, что Аиша говорит. Важен контекст, чтобы вы понимали. Осторожно, не спеши, у Аиши. Поистине Аллах любит мягкость в любом деле. И она сказала: о посланник Аллаха, а разве ты не слышал, что они сказали? На что он сказал: а я им ответил: и вам того же. Или другой пример. Пример с человеком, который совокупился с женой в месяц Рамадан. Совершил, по сути, очень тяжкий грех. То есть, раскаялся, пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Это по поводу того, надо ли быть категоричным и как быть категоричным. Категоричным надо, когда речь идет о законах Аллаха. Но так или иначе все равно доминирует мягкость. И эти примеры именно на это указывают. И что он сказал? Вот, пророк, я совершил такой-то, такой-то грех. И тогда пророк сказал: ты находишь раба, которого ты мог освободить? Он сказал: нет. Сказал: ты можешь пропаститься 2 подряд месяца? Он сказал: нет. Ты можешь накормить 60 бедняков? Тот сказал: нет. И тогда пророк принес ему финики. И дал этому мужчине и сказал: возьми это и иди, отдай в качестве садака. И этот человек сказал: о посланник Аллаха, а есть ли кто-либо тут беднее, нежели я и моя семья? И вот пророк сказал: иди отдай это садака своей жене. То есть, вот он пример, понимаете, пример. То есть закон Аллаха соблюдается, но мягкость доминирует. Это важно. И не забываем, при всем этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в сражениях был таким доблестным воином, как это упоминает Али, что порой сподвижники в тяжелые минуты сражения, как это упоминает Али, они прятались за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Должна ли доминировать мягкость? Должна, и на это есть указание посланника Аллаха.
Как сказал пророк в достоверном хадисе, «Макяна рифку фи шейин илля зана». Мягкость, где бы она ни была, она всегда украшает. И где бы, откуда бы она ни была вырвана, она обязательно все это искажается. И пророк сказал: «О Аиша», обращаясь к Аише, «поистине Аллах мягкий, добрый, любит мягкость и воздает за мягкость так, как не воздает за жесткость и за что-либо иное». Мягкость должна доминировать в нас, потому что это есть фактор созидательной силы. Именно фактор созидательной силы. Мягкость должна доминировать в нас, потому что она есть следствие других положительных качеств, опять же указывающих на силу человека. Это кротость, выдержка, которую любит Аллах Субхану ва Тааля, на пути к достижению высоким целям. Это важно. Не сможет быть мягким осознанно человек, который не видит высокую цель. Почему пророк так относился к иудеям? Почему пророк относился к мерзким подонкам? В то время они были так мягко. Да потому что он хотел их призвать. Он не ставился целью ответить им тем же, потому что у него были высокие цели, у него была высокая миссия. И человек, видя эту цель, эту миссию, только тогда сможет быть мягким, как следствие кротким, выдержанным и правильно, значит, сильным с точки зрения исламских координат ценностей, о которых мы говорим. В мягкости есть благодать, дорогие братья. То, что пророк подчеркнул, что Аллах воздает за мягкость так, как не воздает за жесткость и за что-либо другое. В мягкости есть спасение от огня, дорогие братья. Как сказал посланник Аллаха: «Хуррима аля нар куллу хаййинин лаййинин сахл». Запретен для огня каждый мусульманин, простой, легкий, мягкий, который близок к людям. Хадис достоверный. В мягкости, дорогие братья, есть проявление милости Аллаха. Как об этом говорит Аллах: «Фабима рахмати мин Аллах линта лаху». По милости Аллаха ты проявил мягкость к ним. Если же ты был бы жестким, жестокосердечным, то они бы разбежались от тебя. Обращаясь к своему пророку, это говорит Аллах Субхану ва Тааля. Также пророк сказал: «Ар-рахимун ярхамхумуллах». Милосердных Аллах милость, к ним милостив. «Ирхаму ман фил ард ярхамкум ман фис сама». Проявляйте милосердие к тем, кто на земле, и будет милосерден к вам тот, кто на небесах. И также пророк сказал: «Не от нас тот, кто не относится мягкосердечно, милосердно к младшему из нас, и не защищает и не знает чести, то есть не уважает старшего из нас». Обратите внимание, мягкость даже предписана шариатом к животным. Как сказал пророк: «Ман рахима валяу забихата асфур». Тот, кто проявит милосердие, даже зарезая воробушка, рахимахуллах яум аль-кияма. Аллах отнесется к нему милосердно в день воскрешения. Хадис является хасан, хорошим. То есть человек будет способен сделать доминантой в себе, как я это уже подчеркнул, в своем характере, мягкость, если будет мотивирован исключительно высокими целями. И если мы сегодня претендуем здесь, на этих землях, в этой стране, на то, чтобы быть носителями знамени ля иляха илляллах, мы обязаны быть мягкими, дорогие братья. Как обрести черствому сердцу мягкость? Какие есть советы? Через модель поведения. Такие есть советы. Это пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: если ты хочешь, чтобы твое сердце обрело мягкость, то накорми бедного, погладь голову сироте. То есть, если у тебя нет стремления к этому, сделай это, и Аллах родит тебе это. Или же то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям побуждал постоянно быть мягкими друг к другу, выстраивая мусульман в намазе. Будьте мягкими к своим братьям и так далее. Дорогие братья, в день джума есть такое мгновение, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши молитвы. Я надеюсь, что мы застанем это. Фастагфируллах ли ва лакум. Инна алхамдулиллах нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ашхаду ла илляха илляллах вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Амма ба'д. Таким образом, дорогие братья,
мягкость и милосердие, как уже неоднократно я подчеркнул, должны доминировать во всем, если мы говорим про мусульманина. Во взаимоотношениях с людьми в общем, в отношениях с братьями особенно, в семье, как сказал пророк, да, «Ида арада Аллаху би ахли бейтин хейран», если Аллах желает какому-либо домочадцам какого-либо дома блага, адхаля алейхимур рифк, то он дарует им мягкость. Переводит Ахмад. Мягкость должна доминировать в отношениях даже с животными, как мы это упомянули. Должна доминировать во всем. И это вовсе не означает, еще раз подчеркиваю, пацифизм и слабость. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был категоричным в том, что касается соблюдения прав Аллаха. И мы должны быть категоричными, но при этом должны быть мягкими, и нет тут противоречия. И мы это уже показали на ярких примерах. Дорогие братья, этот и подобные им вопросы нравственности, нрава, морали, особенно для нас, вот соблюдающих мусульман, они гипер важны. Альхамдулилля, хвала Аллаху, который открыл нам свет истины. Но важно эту истину жить ею, доносить эту истину, этот свет истины людям. Понимаете? И в этом смысле мораль, нравственность, она является как, если уподобить, я не знаю, оно словно самолет, поезд, машина, корабль, который доставляет гуманитарную помощь. Если ценности наши, если ля иляха илля, все, что мы хотим донести людям, претендуя на мировой масштаб, а ислам претендует на мировой масштаб, то мы должны обладать этими средствами логистики, донесения этих ценностей людям, понимаете? То есть нравом. А если не будет этих средств логистики, если не будет этих нравственных качеств в нас, то эта гуманитарная помощь, которая у нас есть, которую мы хотим дать другим, условно, да, это образ такой, который мне пришел сейчас в голову, она останется у нас. В лучшем случае. В худшем случае она сгниет, исчезнет, мы ее лишимся, Аллах лишит ее нас. Если же мы говорим про контекст противостояния, борьбы с неверием и несправедливостью, борьбы на пути Аллаха, опять же, то есть образ, который мне сейчас пришел в голову. То есть ядерная боеголовка, она ни о чем, если нету чего, если нету ракеты, которая донесет это, да? Средства логистики. Поэтому нрав и нравственность, что бы ни было, призыв, борьба и так далее, она всегда имеет эту архиважное значение. Мы должны это понимать, мы должны это чувствовать, изучать, углубляться во все это.